Обзершимас Хатарскоюсша. Сегодня мы продолжим нашу работу в рамках сегодняшней встречи. С отчетом выступят главы районов и городов. Предлагаю следующий регламент. Не более 5 минут. Ваши отчеты я изучил. Начнем с Кальского района. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, добрый день. Начну с информации по работе оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Работа по противодействию размещению и подключению на территории Гальского района оборудования по добыче криптовалюты ведется в штатном режиме. За период с 1 января 2022 года по настоящее время информации по подключением к сетям РУП Черноморэнерго оборудования криптовалюты нет. Однако есть вероятность подключения в домашних условиях, и были точечные единичные случаи в 2021 году, на что и ОВД, и работники Черноморэнерго реагируют в оперативном режиме. За текущий 2022 год было проведено 10 оперативных совещаний за 21-17, за 20-20. Тенденция к снижению, но работу продолжаем. Задолженность за потребляемую электроэнергию абонентов. Сведения о реализации электроэнергии по управлению сбыта РУП Черноморэнерго за январь по декабрь 2022 года. Начислено было 57 миллионов рублей, 57 миллионов 384 тысячи 12 копеек, оплачено 21 миллион 197 тысяч 57 копеек. Задолженность состоит в 36 миллионов 186 тысячах. Исполнение 36,9% в общем. Немного разобью. Юридическим лицам начислено 861 тысяча и по исполнению 91,2%. Но октябрь месяц было 93, и за последние 2 месяца наблюдается спад, вышли на уровень 91%. По физлицам 33,14%. У нас перевыполнение 115%, динамика роста 111%. Численность населения, занятого в экономике, 5617 человек. Из них индивидуальных предпринимателей в районе 430, всего юридических лиц 74. В государственном секторе задействовано 1486 человек, в негосударственном 4131 человек. Средняя месячная зарплата в Гальском районе в государственном секторе составляет 11 022 рубля 10 копеек, в негосударственном секторе 12 748 рублей. Объем платных услуг я согласно графику. Трудоспособного населения в районе 17 930 человек составляет 59,23%. Помощь жителям оказывается в проведении полевых работ, и наша МТС помогает со вспашкой, помогает с посевами. Гальский район составляет из себя 43 тысячи гектаров, из них 22 800 это пашня, там сенокосы, приусадебные, в общем объеме составляет сельхозугодие 28 тысяч земли под сельхозугодие. Туда входят и приусадебные участки, и многолетние, однолетние насаждения. Сколько обрабатывается из 28 тысяч? Обрабатывается за минусом 5400 у нас считается залежами. Залежи – это те земли, которые еще можно открывать, которые заросли кустарником, лесами, привлечь сюда инвестора. Об инвестициях в район. В 2021 году не был предусмотрен Гальский район по инвестпрограмме, согласно и вашему указанию, и мы это поддерживаем. В район стали приходить частные инвестиции. Я хотел бы немножко о них сказать. Быстро, коротко скажу. В районе у нас общество ограниченной ответственности «Экофиш» – это выращивание форели, и уже начали даже производить икру. Их объем инвестиций 150 миллионов рублей и около 15 рабочих мест. ООО «Алхан», строительство автозаправочной станции, металлобазы, нефтебазы, газовой заправки, планируемые инвестиции – 300 миллионов. Кстати, «Экофиш» уже проект реализован, работает. А ООО «Алхан», они на стадии строительства уже приступили. Объем инвестиций 300 миллионов. Сколько рабочих мест там будет? 40 человек. ООО «Подорожник», объем инвестиций 220 миллионов, рабочих мест 20. ООО «Органик Агро», объем планируемых инвестиций 250 миллионов, рабочих мест 50. Алхан, Подорожник, когда завершать работы будут?
Алхан уже приступил работу с землей, подорожник на проект на стадии разработки. Но распоряжения выданы, земля определена, место свое знают, у них планировка. ООО «Агроресурс». Объем планируемых инвестиций 200 миллионов, рабочих мест 40. ООО «Абснет Дьюти». Объем инвестиций 25 миллионов, мест 14, проект реализован. ООО «Казан МТБ», объем планируемых инвестиций 30 миллионов, рабочих мест 15, проект на стадии разработки. Это те проекты, в которых мы верим, которые будут обязательно реализованы. ООО «Альянс торговых компаний», объем инвестиций 10 миллионов, рабочих мест 10, и ООО «Самурзакан» 23 миллиона. В общем, в перспективе мы рассчитываем, что в район будет вложено 1 миллиард 208 миллионов. Ну, понимаем, оно будет с погрешностями, но вот такие цифры. В 2022 году доходная часть бюджета была выполнена на 105%. При плане по доходам 283 миллиона. Не надо по видам налогов. Расходная часть была выполнена на 98%. Бюджет района в основном социально ориентированный. Более 80% расходной части бюджета приходится на выплату заработной платы, Это понятно, да. материальной помощи и различных пособий. Численность экономически активного населения в районе составляет 1393 человека. Из них 850 человек работают в бюджетной сфере. Остальные в частном Остальное да, в секторе. частном секторе. Среднемесячная заработная плата по району за 2022 год составила 15 801 рубль. Понятно. Всего трудоспособного населения в районе 9783 человека. В отделе соцобеспечения Тгуачальского района состоят на учете по состоянию на 1 января 2023 года 4402 человека. Это различных категорий, там более около 25 Это категорий. пенсионеры? Да, это пенсионеры. Из них 2753 человека это по возрасту, остальные по различным видам категорий. 433 пенсионера получают только абхазскую пенсию, остальные – российскую. Около 1900 человек получают российскую пенсию. За 2022 год задолженность за потребленную электроэнергию по району составила 54 миллиона 730 тысяч рублей. В том числе с физических лиц 53 миллиона 739 тысяч рублей и с юридических лиц 991 тысяча рублей. Средний уровень собираемости в 2022 году составил 22%. За время работы оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты Можешь ничего не рассказывать про оперативный штаб. Результаты видны, вот эти цифры, которые ты озвучил. Это итог работы вашего оперативного штаба. Что касается сельскохозяйственного направления, то в районе земель сельскохозяйственного назначения 19 121 га. Из них используется около 8 тысяч га, остальное леса, болота, залежи и так далее. В районе функционирует 3 предприятия по переработке сельхозпродукции. Это цитрусовый госпхоз «Аяйра», который занимается выращиванием и реализацией цитрусовых на площади 52 га. Недавно было зарегистрировано в районе общество с ограниченной ответственностью «Вилла Илана», которая на площади 7,8 га выращивает новую для Абхазии культуру голубику. И буквально недавно тоже обществом с ограниченной ответственностью «София» было передано в аренду 300 гектаров земли под посадку многолетних насаждений. По государственной программе развития... Что касается компании «София». Компании «София» была передана в аренду? Компании «София» Что было передано в аренду? Земельный участок площадью 300 га под посадку многолетних насаждений. Что планируется? Какое количество? Какая культура? Цитрусовые, в основном цитрусовые. Сколько корней? Ну, по корням сейчас я не могу точную цифру назвать. А почему не можете сказать? Сколько человек там будет работать? Там будет работать порядка 25 человек, а в сезон больше, когда будет уборка урожая, там, естественно, больше будет работать. Какие технологии будут использоваться, какие сорта цитрусовых? У вас что, в районе так много хозяйств, что вы детали не знаете эти? Ну, они только на стадии становления. По государственной программе развития сельского хозяйства в 2022 году в районе было реализовано 5 сельскохозяйственных проектов на общую сумму 16 миллионов 278 тысяч рублей. А в 2022 году было одобрено 3 проекта на сумму 6 миллионов 300 тысяч рублей.
Эти проекты работают? Да, они все работают. Есть проекты, которые, скажем так, свернуты по каким-то причинам? Нет, Или нет, все работает? все проекты работают. Там самый большой проект – это строительство цеха по переработке сельхозпродукции. Остальные там небольшие проекты животноводства и под цитрусы около 10 гектаров земли. Под цитрусу. Что касается инвестпрограммы 2022, то по этой программе было выполнено мероприятие на сумму 13 миллионов 856 тысяч рублей. По данной инвестпрограмме было предусмотрено осуществить 7 мероприятий, а всего было осуществлено 2 мероприятия на сумму 13 миллионов 856 А вы знаете, тысяч. почему так получилось? Если было предусмотрено 7, осуществлено 2 мероприятия, почему? Насколько мне известно, за отсутствие финансирования. Так, это потом прокомментируешь, Кристина. Это не годится, когда глава района или исполняющий обязанности отвечает на вопрос, насколько я знаю, если этот вопрос имеет отношение к его району. Твой ответ должен быть четкий, ясный, понятный и аргументированный. Из-за Такие отсутствия вещи надо финансирования. знать. За отсутствие финансирования. Хорошо, это твоя версия. Посмотрим, так ли. Ни одно мероприятие по инвестпрограмме 2022 в Творчакском районе не проводилось. Не объекты, не вошедшие, не осуществленные по инвестпрограмме 2022 перешли в программу 23-25. В программе 23-25 предусмотрено 230 миллионов рублей вложений. Теперь хочу остановиться на том, что проделано в 2022 году из средств местного бюджета, и из средств республиканского бюджета при поддержке президента, правительства страны. Началась реконструкция Творчакского районного рынка общей сметной стоимостью 20 миллионов 838 тысяч рублей. Профинансировано уже 18 миллионов 625 тысяч рублей. Работы ведутся. Работы выполнены на какую сумму? На 18 миллионов 820. То есть практически работы выполнены почти. больше, чем на 60%? Почти, да. На этот раз кто-нибудь контролирует качество выполняемых работ? Этот рынок, насколько я знаю, второй раз строится, так, да? Да. Но мы такие богатые, что мы можем рынок и трижды строить. Управление, как это. Кто-то контролирует? Ну, сам глава администрации на личном контроле держит. Ну хорошо, посмотрим. Здесь хочу отметить, оказать огромную благодарность Рыцинскому национальному заповеднику и Новоафонской пещере, которые нам Это дали. благодарность налогоплательщикам и тем, кто билеты покупает. Но если бы не они, мы бы не начали Да. реконструкцию рынка. Также проведен капитальный ремонт ограждения вокруг второй средней школы сметной стоимостью на 1 миллион 904 тысячи рублей. Проведена реконструкция центрального городского парка сметной стоимостью 10 миллионов 851 тысяча рублей. Это при поддержке Минфина, республиканского бюджета. Проведены работы по реконструкции улиц, ведутся, вернее, работы по реконструкции улицы Шавгенова. Сметная стоимость 2 миллиона 455 тысяч рублей. Кристина, а разве реконструкция улицы Шавгенова источник финансирования откуда? Собственные наши источники, из нашего бюджета. Понятно. В парке, в городском парке, в центральном городском парке установлена детская площадка стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей. Обустроены площадки под мусорные баки в количестве 28 штук с сметной стоимостью 365 тысяч рублей. Проведены работы по озеленению города на 1 миллион 530 тысяч рублей. В перспективе благоустройство детского парка по проспекту Свободы сметной стоимостью около 32 миллионов рублей, который, мы надеемся, будет осуществлен в 2023 году. Сумму, которую он озвучил, это 3 мероприятия были связаны с устройством асфальтобетонного покрытия, распредсетей и непосредственно водопроводной сети и канализации, значит, на участке улица Проспект Свободы. Но не учел работы масштабные по возобновлению работ на Творчакской ЦРБ на достаточно сложном проблемном объекте, который удалось завершить в 2021 году. Туда было выделено... Так он отчет за 22 год же сейчас. Ну, я в целом говорю. А если говорить о 2022 Так в 22 году что, ни одного объекта 12. инвестпрограммы в Творчаке не было? 3 объекта на 15 миллионов рублей. А Чемчирский район?
доходная часть бюджета при годовом плане 133 миллиона выполнена на 172 миллиона 614 тысяч рублей, что составляет 131%. Расходная часть бюджета выполнена на 97%. Численность населения составляет 25 908 человек. Городское население 5 244 человека, сельское население 20 644 человека. Численность экономически активного населения составляет 2413 человек. Средняя заработная плата рабочих по состоянию на сегодняшний день составляет 13 543 рубля. Пенсионеров в районе всего 36 категорий, что составляет 8634 человека. Из них российскую пенсию получает 3065 человек, абхазскую пенсию 5569 человек. За последние 2 года увеличена абхазская пенсия 10 категориям пенсионеров. Доплата составила 3 931 000 рублей. Это за 2021 год. За 2022 год составила 4 225 000 рублей. Информация по вновь созданным создаваемым объектам. Значит, в 2021 году введен в эксплуатацию санаторно-курортный объект «Золотое руно». Перечислят количество койко-мест? Нет. Сколько в каждом? Черноморская жемчужина, которая сейчас строится, это 16-этажное здание. В эксплуатацию они в мае месяце должны уже ввести. Объем инвестиций составляет на сегодняшний день 300 миллионов, еще составит 350 миллионов до завершения. Значит, санаторно-курортный объект проведен. Санаторный кемпинг «Галенка», это село Киндух. Донат 9 коттеджей, город Очамчира. ООСАИ 9 коттеджей, город Очамчира. На стадии строительства у нас еще и по выделению земли порядка 10 объектов. Перечислять, наверное, нет смысла их. Так. Объекты промышленности. В городе в районе морпорта построен завод «Аквамикс» по производству сухих строительных смесей. Производственная мощность завода 1800 тонн в год. В настоящее время работает 15 человек. В дальнейшем предполагается увеличение мощности до 6000 тонн и количество работающих до 25 человек. В стадии оформления предприятия ООО «Тамыш-Бионг» по выращиванию черноморской мидии, тихоокеанской устрицы в акватории Очамчирского района. Также в селе Адзюбжа агрокомплекс ООО «Золотой берег» планируется создание фермы по разведению мидий, устриц, пресноводных и морских креветок, австралийских раков. По объему инвестиций по Очамчирскому району в рамках инвестиционной программы 2022 реализуется 7 объектов на общую сумму 328 миллионов рублей. Устройство автодорожного покрытия в село Мук на сумму 44 миллиона рублей. Устройство автодорожного покрытия центральной улицы село Меркула 16 миллионов рублей. Так, введен в эксплуатацию детский садик на 100 мест, работающих 30 человек, сумма инвестиций 129 миллионов рублей. Капитальный ремонт распределительных сетей на сумму 9 миллионов. Приобретение оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии Ачегуара на сумму 108 миллионов рублей. Освещение республиканской трассы Псовый-Ингур. Первый этап завершен на сумму 76 миллионов рублей. Водозаборное сооружение село Мук на сумму 53 миллиона 860 тысяч рублей. Работы выполнены на 80%. А то, что контейнерную площадку у вас в районе А построили, ее еще не запустили, она в стадии уже завершения. Вот, она в стадии в тестовом режиме была запущена, можно было об этом сказать, там на 100% все готово. Потом жители Очамчирского района у нас работают в морском порту. Работают? Работают, Работают. Зарплату получают? получают, Налоги платят? платят. А дноуглубительные работы в порту были проведены? Там баржа стоит, проводит, да. Проводят. Объемы грузов перевалки через порт увеличились? Угля. Грузов разных, в том числе и угля. У меня таких данных есть, но да, А почему у тебя таких данных нет? нету. Плохо. Они у тебя должны быть. Это имеет отношение к твоему району.
а эти работы были сделаны. И там объемы увеличились более чем в 2 раза. Соответственно, выручка должна увеличиться, и денег у тебя должно стать больше. Или я что-то неправильно говорю? Все правильно, Аслан Георгиевич. Я тоже так думаю. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, доходная часть Гулиевского района за 2022 год выполнена на 105%. При плане 255 миллионов 108 тысяч фактически поступило 267 миллионов 795 тысяч. Из собственных доходов 91 миллион при плане 78 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом собственные доходы увеличились на 18 миллионов и в процентном отношении 24,6%. Задолженности по заработной плате и иным платежам не имеется. Остаток свободных бюджетных средств на 1-23 составляет 14 миллионов 710 тысяч. Население составляет 18 729 человек, в том числе сельское население 14 028 человек, численность трудоспособного населения 10 478 человек, численность населения моложе трудоспособного 3056, численность населения старше трудоспособного населения 4155 человек. За 2022 год в район прибыло на постоянное место жительства 451 человек, зарегистрировано по месту временного пребывания иностранных граждан 419 человек, убыло 207 человек. Пенсионеры составляют 3403 человека, в том числе 723 получают доплату к абхазским пенсиям. Ежемесячный размер доплаты в целом по району составляет 1 миллион 732 тысячи. Ориентировочный средний размер абхазской пенсии составляет 1256 рублей. 12 семей жителей Гулибского района, в основном это многодетные остронуждающие, получили сертификаты по программе «Жилище 2020-2022» и приобрели жилье. Данная программа продолжает действовать. Всего в Гулибском районе количество занятого населения составляет свыше 5000 человек, в том числе 2107 человек работают в бюджетной сфере и организациях района. Около 1000 человек заняты индивидуальным предпринимательством. 2000 человек заняты в сфере товаров сельского производства. Средняя заработная плата по району в целом составляет 10 830 рублей. При этом максимальная заработная плата составляет 28 530 рублей. Более 4 А у тысяч... кого максимальная заработная плата? У врачей. Понятно. Более 4000 населения остается без работы. В 2022 году представлено Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия 35 сельхозпроектов по целевой программе развития сельского хозяйства 21-22. Из них одобрено в 2021 году 10 проектов на сумму 9 миллионов 125 тысяч рублей. В 2002 году одобрено 15 проектов на сумму 6 миллионов 719 рублей. Это различного направления проекты. Это и птицеводство, растениеводство, механизация, пчеловодство и прочее. Урожай цитрусов 2022 года составил 22 200 тонн. В том числе в общественном секторе было 1200 тонн, в частном секторе 21 тысяча тонн. На сегодняшний день собрано практически 98% урожая. Нестандартная продукция составляла в этом году, имеется в виду мелкая, порченная, 25-30%. Если в 2021 году с реализацией цитрусовых особых проблем не было, то в 2022 году из-за отсутствия должного количества покупателей реализация затруднилась. Вся нестандартная продукция, собранная крестьянами, была выброшена, это порядка 30% урожая. В соответствии с инвестиционной программой содействия экономического развития Республики Абхазия 2020-2022 в Гулибском районе было запланировано 25 объектов на общую сумму 395 миллионов 645 тысяч. Это и водоснабжение, это и автомобильные дороги, это и полигон. 24 объекта завершены, введены в эксплуатацию. Что касается строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацик, этот объект находится на стадии завершения. Наряду с инвестиционной программой в районе прослеживается динамика частных инвестиций. Закончена процедура приватизации частного инвестиционного проекта дома отдыха Агудзера. В ближайшее время начнется восстановление и реконструкция объекта. Это самый крупный объект на нашей территории, 18 гектаров составляет его площадь. На стадии разработки проектно-сметной документации строительства морского порта в селе Бабушара и реконструкция Сухумского аэропорта в перспективе обеспечит увеличение притока туристов. Хотелось бы сказать, что все эти 3 проекта – это крупные проекты,
предприятий. Если брать Бабушарский аэропорт, это порядка 8-10 миллиардов. Не миллионов, а 8-10 миллиардов. Это огромный проект. Наверняка не меньше проект Сухумский аэропорт. Также Агудзерская санаторий тоже будет одним из подспорьем для района. Я перед тем, как говорил о цифрах, здесь сказал, что 91 миллион – это собственные наши доходы. Но республика нам доплачивает, с республиканского бюджета мы получаем 176 миллионов дотаций. Мы, как и все восточные районы, являемся дотационным районом. Но я уверяю всех здесь присутствующих, что в ближайшие 2-3 года, если те проекты, которые на сегодняшний день уже находятся на стадии развития, то тот же самый Бабушарский порт мы прослеживаем постоянно, они уже ведут тендерные мероприятия, выиграли тендер на цемент, на всякие подряды выигрывают. Это говорит о том, что этот объект будет запущен. Объект, в который вкладывается 8-10 миллиардов, ну, примерно можно представить себе, какие суммы будем мы получать. И я больше чем уверен, что в ближайшие 2-3 года мы перестанем брать дотации с республики, мы станем расходную часть покрывать за счет собственных доходов. Мы порядка 200-300 миллионов, я думаю, будем зарабатывать сверх того, что мы сегодня имеем, 91 миллион, зарабатывать самостоятельно. Такие надежды есть, если что-то сверхъестественное не произойдет, я больше чем уверен. Помимо Агудзерского объекта, на сегодняшний день, ну, знаете, экзековские 2 объекта, на сегодняшний день началась проработка того, чтобы их тоже восстанавливать. Какие экзековские объекты? Как? Какие объекты экзековские? Экзековские объекты, санаторные объекты. Один из объектов – это бывшая литературная газета, которая находится на берегу Кодора, и Варчинский санаторий. 2 санатория имеется. И ими сейчас плотно занимаются последний месяц. Я думаю, ближе к лету начнут их восстанавливать. Подготовите информацию по его проектам. В 2022 году из резервного фонда президента была выплачена материальная помощь жителям Гулибского района, пострадавших в результате стихийного бедствия, 5300 рублей, а также из средств президента было профинансировано мероприятие, связанное с капитальным ремонтом кровли школы Кацикыт. Не может такого быть. Ой, 5 миллионов 303 тысячи рублей, оговорился. Также была восстановлена крыша в селе Кацикыт, которая была, эта сумма была 3 миллиона 812 тысяч. Также у нас, вы знаете, по стихийному бедствию 8 сел были отрезаны от центральной трассы и, естественно, от центра Гулибского района. Мост в селе Кацикыт, он буквально недавно, вот в этом году, был полностью восстановлен. Мы как-то с премьер-министром оговаривали, я просил взять на себя это восстановление моста. Премьер-министр мне сказал, что нет, вы его не восстановите как положено. И я сейчас убедился, что на самом деле такой мост мы не смогли бы сделать, мост в идеальном состоянии. Я больше чем уверен, никакой малый Кодор его смыть не сможет. Так вот грамотно сделано, там захват реки идет, потом... Время все покажет. Да, время покажет. Согласен. Сумма 8-600 миллионов тоже из резервного фонда. На самом деле мы благодарны и правительству, и президенту за все это время. Ни на один наш вопрос, я не знаю, мы не получали отказ, мы тоже старались не надоедать по мелочам, а крупные проблемы, когда возникали в районе, всегда нас правительство поддерживало, президент поддерживал. Спасибо огромное. Понятно. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые присутствующие, город Сухум, начну буквально с количества трудоспособного населения. Это у нас приблизительно 38,5 тысяч. Вот. Студентов у нас порядка 3000, школьников 9100, детей 2178. Это детей, которые учатся в дошкольно-образовательных учреждениях, учатся, говорю, в детских садах. В общем. Пенсионеров 11 тысяч. А сколько у нас не хватает мест в детских садах? У нас по каждому детскому саду 20-30-35% идет перегруз детских садов. Если посчитать с этого количества, то нам нужно как минимум еще порядка 10-12 детских садов. Понятно. Да, то есть так. Есть один детский сад, вот здесь на дороге, там порядка 140%, то есть более чем на 100, на 40% больше дети. Но справляются пока, мы там, доложу дальше. Пенсионеров у нас 11 435, из них 8 457 получают российскую пенсию, остальные, получают только абхазскую пенсию. 8 тысяч?
8457 человек получают российскую пенсию. Юридических лиц, зарегистрированных Министерством юстиции, проводящих хозяйственную деятельность на территории города, 1269, в которых трудится порядка 8000 человек. Индивидуальных предпринимателей у нас 3826, это зарегистрированные тоже в надлежащем порядке. Хочу здесь отметить то, что есть рост по отношению к 2021 году на 1200 человек, на 1200 предпринимателей. Если взять, значит, занятость населения в данном случае, то занятых без индивидуальных предпринимателей у нас 19 900 там, с копейками, 907, и процентное соотношение 52%. Если мы добавляем индивидуальных предпринимателей, индивидуальный предприниматель предполагает и как самозанятые работы, так и по найму, то мы ориентировочно выходим на 62-63% занятых. Среднемесячная заработная плата порядка 18 тысяч рублей. Она держится, был один скачок в сторону понижения там, за 9 месяцев, но сейчас все равно пока данных нет, Аслан Георгиевич, они появятся где-то в феврале, потому что немногие сдали балансы, учитывая временной промежуток, годовую отчетность и так далее. Более ясная картина в этом отношении будет где-то в первых числах февраля. Сейчас это выходит, в принципе, ориентировочно 18 тысяч рублей. Что касается бюджета. Бюджет города Сухум в 2022 году был принят в размере 1 миллиарда 260 миллионов 700 тысяч рублей, в том числе собственных доходов 1 миллиард 178, дотация 10 миллионов, субсидия на зарплату. Это все, что было принято и было запланировано. Потом претерпевались некоторые изменения. Значит, субсидия на заработную плату 72 миллиона 300. В течение 2022 года в бюджет города Сухум, значит, вносились изменения, исходя из которых доходная часть бюджета была увеличена на 186 миллионов 800 тысяч рублей, составила 1 миллиард 447 миллионов 500 тысяч, в том числе собственных доходов 1 миллиард 236 400, дотации 13 миллионов 500, субсидия 92 миллиона 300 тысяч. Ну, субсидия, знаем все, это доплата к заработным платам, которая идет в динамике в течение года. Эти цифры меняются и со старту, потом дальше, в зависимости от того, как мы с Минфином отрабатываем. Резервный фонд президента. Из резервного фонда президента поступило 103 миллиона 300 тысяч. Тоже я расшифрую, скажу, куда были потрачены деньги. Резервный фонд Комитет министров 2 миллиона рублей была поддержка АТП нашего городского. Также за счет переходящего остатка мы в прошлом году, позапрошлом году, с 2021-2022 год, зашли с переходящим остатком 117 миллионов 600 тысяч рублей. Мы это практикуем. В этом году эта цифра выросла, потому что каждый раз, сами все прекрасно, наверное, знают, что первое полугодие всегда рискованная история, не такая экономическая активность, поэтому подушку сохраняем. В этом году, забегая немножко вперед, мы зашли со 172 миллионами в Новый год с остатком. Так, исходя из вышеизложенного, бюджет города в 2022 году по доходам составил 1 миллиард 447 и по расходам 1 миллиард 565. При плане 1 миллиард 447 500 поступило 1 миллиард 619 миллионов 700 тысяч рублей, что на 172 миллиона больше, чем в 2021 году. Из них при плане собственных доходов, тут надо дать немножко расшифровку, извиняюсь, что Она у углубляюсь. меня есть, Беслан. Ты заработал, если взять данные, Сейчас 230 миллионов в чистом виде. Ну, порядка 200 миллионов, да. 230, 117%. 230, если быть точным. Как? 230. Ну, Сверх, да, 230. сверх плана получил 230 миллионов рублей. Что общем, отличный показатель. Бюджет города Сухум по расходной части на 99,3% значит, реализован. Все, что не доплатили, там буквально порядка 20 миллионов рублей, это по той нецелесообразности на тот именно момент, когда обращались. Понятно. Вот, ко всему подход производится именно таким образом. Что касается, здесь меня хотел немножко расшифровать, 103 миллиона 300 тысяч, Аслан Георгиевич, по вашему распоряжению, которые деньги поступили, по просьбе, которые документы, прошедшие комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров, представлены документы, обработаны. И я до этого как-то докладывал, что мы городскими возможностями более 20 миллионов потратили на эти мероприятия. Значит, через Кабинет министров ваше распоряжение 103 миллиона 300 тысяч. Значит, сейчас уточню цифру. 59 миллионов у нас деньги пошли
на адресную помощь, 420 адресов получили материальную помощь в виде денежных средств. И 43 миллиона, и тоже из вашего резервного фонда, ну, если брать 103 миллиона, все вместе, они пошли на ремонтно-восстановительные работы по остаткам, где мы не осилили, и прошедшие через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все сделано. В принципе, на сегодняшний день не остается ни одного домовладения по тем стихийным бедствиям, которые были в 2021 году. Вот. Ну, новые тоже мероприятия есть. Это у нас пострадал центральный рынок, отдельные домовладения, где пострадали от града. Он был позже, если кто-то помнит, у нас на центральном рынке, ну, обветшала в некоторых помещениях крыша, там прям дыры образовались. Сейчас немножко углубился, извиняюсь. Ну, в общем, вот такой мой доклад в плане отчета по деньгам. Резервный фонд администрации города использован на 34 миллиона рублей. Туда тоже вносились изменения в течение года. Могу расшифровать. В принципе, половина денег перенаправлена на поддержку своих же предприятий, того же водоканала, РСУ и так далее. Половина денег тоже приблизительно они сторонним организациям. В основном благотворительные фонды, футбольные клубы, ветеранские организации, Дни Победы, помощь ветеранам. Ну и нам удалось в этом году там 2 миллиона 900 тысяч тоже с резервного фонда выделили на доплату, значит, под Новый год нашим многодетным семьям там, и так далее. Вот. Значит, из хороших новостей, которые можно сказать, что мы в 2023 год зашли, наша была инициатива администрации города, на 50%. В абсолютных цифрах это не такие большие деньги, но в процентном соотношении они сами себя говорят. Те доплаты, которые отдельно проводит город за счет собственных средств, там 6 категорий разных, да, многодетных, инвалиды с детства, инвалиды и так далее, их 6 категорий, мы подняли на 50%. В суммарном выражении это где-то 12 миллионов рублей плюсом. Мы взяли на себя нагрузку. Когда у нас рождается сухумчанин, мы платили 5 тысяч рублей. В 2023 году будем платить 7,5 тысяч рублей, это тоже попадает. Если все будет хорошо, надеюсь, в 2024 год зайдем уже с 10 тысячами рублей. Это тоже, думаю, хорошая поддержка. Так, что касается мероприятий по инвестпрограмме, они, в принципе, 2022 все завершены по городу Сухум на сумму 580 миллионов рублей. Этих мероприятий было 15, я уже несколько раз докладывал. Всем известные 3 улицы, плюс и по энергосетям были реализованы мероприятия. Все мероприятия выполнены. Что касается перспектив 23-25, значит, улица Когоня, улица Басария, 2 улицы. Восстановление тротуарного полотна по тем улицам, которые были до этого восстановлены. Вот. И еще, значит, промежуток улицы от Лакоба до Набережной. Вот эти 3 улицы попали, одна частично, а 2 полноценные улицы. Почему мы совместно с Министерством экономики это придумали, что здорово разгрузит нам центральную часть, улица Басария. Когда начало работы? Ну, мы сейчас ожидаем, там проектно-сметная документация находится на экспертизе, как вернется, в принципе, наши службы, коммуникационную часть, как и было сделано, Понятно. правда, помучились. Вот. Из крупных, скажем так, инвестиционных проектов, ну, у нас в городе, вот вы, когда позавчера говорили, как раз реализуется. Ты имеешь МВО, полное право об этом говорить, потому что это на территории твоего города. Да. Говори вслух. Говорю, да. Поэтому надеемся, что Сандур МВО ПВО там, в ближайшее время по тем заявленным планам будут восстановлены. Бывшая гостиница Тбилиси, сейчас гостиница НАР, тоже документы все подписаны. Все, они потихонечку начинают реализацию свою, уже начали разбирать здание. Будет там построен шикарный апарт-отель, там будут и гостиничные номера, ну и вот. Ну и так, в принципе, те проекты, которые до этого были начаты, Да, часть из них запущена. башню вы осветили, правильно? Ну, я думаю, что да. Да. Что-то связанное с фуникулером происходит в Я городе? сейчас думал, не так это самое. У нас какие планы на 2023 год? Аслан Какие? Георгиевич? Которые мы начали уже, сейчас расскажу. Фуникулер. Работы начались, эстакада начала По восстанавливаться. восстановлению дороги, правильно? Ну, не везде. Восстановлению дорог у нас, если полноценно брать, то 30 сентября. Надо ее сделать любой ценой. Это именем нашего Дня Победы. Названная улица в новом районе. Ее надо привести в порядок. Мы уже смета готова. Сейчас проходит экспертизу и так далее. Восстановление полностью набережной от Дема до Маевского поворота. Вот этот план у нас в этом году. Вот здесь парк обустроить, где мы установили мостик, так называемый «Счастье-2». Значит, парк имени Тараса Шамба, Тараса Мироновича Шамба.
Значит, фуникулер. Ну, никто не говорит о том, что мы все дорожное полотно восстановим и так далее. Те силы, которые будут у нас, надеюсь, при поддержке Министерства финансов, если нам там тоже немножко окажут содействие, то мы реализуем это хорошо. Восстанавливаем эстакаду, освещение, фонтан. Эстакаду когда будете планировать Сейчас завершать? процесс идет. Вчера был репортаж по абхазскому телевидению, уже начал. Не, завершение когда? Через 2 месяца. Хорошо. Да. Вот, значит, из крупных. Наверное, вот так. Хорошо, спасибо. Отчет о проделанной работе администрации Сухумского района за истекший период времени. Исполнение доходной части бюджета Сухумского района на 1.01.23 января составило 94%. При плане 159,8 миллионов рублей фактическое поступление составили 149,7 миллионов рублей. У нас наблюдается дефицит доходной части бюджета. Динамика роста есть небольшая, 102%, суммарно это 3,5 миллиона рублей. Расходная часть также выполнена на 95%. Относительно вопроса причин, по которым образовался этот дефицит, организация, которая в плановых цифрах значилась, свои обязательства не смогла выполнить, это Район-Абхазия, сумма выпавших налогов составляет 22 миллиона рублей, это 100% местный налог, налог на прибыль. Ввиду этого образовался указанный мной выше дефицит в размере 10,1 миллиона рублей. К вопросу о инвестициях, которые за отчетный период и вообще согласно плану комплексного развития 2022 в Сухумском районе были намечены 5 мероприятий на сумму 69,6 миллионов рублей. На сегодняшний день все эти объекты реализованы и введены в эксплуатацию. Из средств, которыми располагала администрация района на улучшение инфраструктурных вопросов, было направлено 67,4 миллиона рублей. Это различные сферы, которые беспокоит и Сухумский район, и все районы, думаю, что республики. По инвестициям частного характера в отчетном периоде была введена в эксплуатацию одна организация, это организация курортной сферы. Был построен объект в селе Дзигуда на площади 8,6 гектаров. Объем инвестиций, по нашим данным, составил 70 миллионов рублей. Но, как уверяют инвесторы, это первый этап. Планируется расширение этого проекта, потому что территория позволяет. Будем надеяться, что на этом не остановится. Да, 20 рабочих мест там было создано, средняя заработная плата 25 тысяч рублей. К вопросу о криминогенной ситуации в Сухумском районе. За истекший период времени наблюдается небольшой спад. Со сравнением с аналогичным периодом 2021 года на 8 единиц 40 зарегистрированных преступлений, тогда как в 2021 году было 48. По дорожно-транспортным происшествиям у нас на 2 единицы меньше. К сожалению, статистика со смертельным исходом такая же. У нас одно ДТП со смертельным исходом, и 37 человек получили ранения различной степени тяжести. В Сухумском районе на налоговом учете состоят 163 юрлица, из них функционирует 23, из чего складывается вся доходная часть бюджета Сухумского района. Численность населения составляет 11,3 тысячи человек, численность трудоспособного населения 6,8 тысяч человек. Занятых, к сожалению, в процентном соотношении очень мало, это 865 человек в общем занятых по Сухумскому району. Число пенсионеров 2563 человека, из них 1748 человек – это пенсионеры по старости, которые из этого числа 656 человек, не получающие пенсии Российской Федерации, то есть получающие пенсию только Республики Абхазия на сумму 14 миллионов рублей. Общее суммарное начисление всем видам категориям пенсионеров 40,3 миллиона рублей. Инвалидов Отечественной войны всех групп, которые у нас в стране имеются, 155 человек.
Задолженность по энергетике, вам известно, она растет из года в год. Процент собираемости достаточно низкий, 29%. Ну, вкратце, отчет о проделанной работе вот в этих цифрах и состоит. Я хотел бы, чтобы присутствующие обратили внимание, даже судьи, потому что это имеет отношение к уровню преступности. Вот в докладе главы Сухумского района, если вы обратили внимание, официально занято, работает чуть больше, чем 800 человек, правильно? Да. А пенсионеров сколько? 2563 человека. 2563 человека. А должно быть как? На каждого пенсионера должно быть 2 или 3 работающих, так? Да, должно быть 5. Вот откуда все наши болезни. Социальные болезни, преступность, политическая нестабильность, потому что мы не смогли обеспечить людей работой. То, что рассказывают в анекдотах и говорят о том, что наши граждане якобы ленивые и не хотят работать, это имеет отношение, может, там, к 5% или к 10%. Вот в чем кроются причины всех наших бед. И пока мы не обеспечим работой наших граждан, ситуация улучшаться не будет. Это самый главный вопрос. Мы тут мягко, пока мягко, потому что первое совещание, говорим о том, что столько человек занято. Вообще вещи, если называть своими именами, такое-то количество людей у нас безработных. Где-то 85%, где-то 40%. 38% по Сухуму – это, по-моему, самая лучшая цифра. Хорошо. Сейчас мы к этому вопросу еще вернемся. Спасибо. Глава Афона. Город Новый Афон зарегистрировано 24 юрлица и 536 физлиц. Налоговые поступления за 2022 год составляют 95 миллионов 839 тысяч 491 рубль, в том числе от юрлиц 67 миллионов 994 896 тысяч рублей, от физлиц 27 миллионов 844 тысячи 595 тысяч рублей. За аналогичный период 2021 года отчисления составили 80 миллионов 39 тысяч 878 тысяч рублей, от юрлиц 57 миллионов 49 тысяч 513 рублей, от физлиц 22 миллиона 990 тысяч 365 рублей. Динамика роста составляет 121%. По комплексу Новоафонской пещеры за период 2022 года пещеру посетило 393 255 человек. Объем средств составил 268 миллионов 568 тысяч 400 рублей. За аналогичный период 2021 года посетило пещеру 428 828 человек, что составило 214 миллионов 68 тысяч 800 рублей. Разница с 2021 годом в количестве посетивших в 2022 году на порядка 35 тысяч меньше посетила пещеру. Но в объеме денежных средств на 54 миллиона больше заработано. Бюджет города Новый Афон на 2022 год был запланирован в размере 67 миллионов 88 тысяч 600 рублей. В бюджетной сфере занято 216 человек, средняя заработная плата 14 765 рублей. В течение года увеличение бюджета на общую сумму 22 миллиона 810 тысяч рублей. Из них 21 миллион – это перевыполнение бюджета районного и 1 796 000 повышение заработной платы за счет средств Российской Федерации. В общей сумме бюджет города Новый Афон с учетом увеличения доходной части 2022 года составил 89 миллионов 898 тысяч рублей. Также из фонда президента поступило 1 200 000 на ремонт кровли жилого дома по улице Лакоба, 24, и из бюджета республиканского 1 528 000 на проведение работ по дренажированию детского сада в городе Новый Афон.
На сегодняшний день в городе Новый Афон насчитывается объектов размещения 78, номерной фонд порядка 1300, что составляет порядка 2600 койко-мест. Объектов общественного питания 77, объектов торговых объектов 77, рынки, палатки, ну, вот эти торговые точки порядка 200. Вновь созданные и создаваемые объекты в городе за 2020-2022 год. 3 объекта введены в эксплуатацию. Это объекты размещения, всего порядка 120 номеров, 240 койко-мест. Также существуют ныне возводимые объекты. Ну, ориентировочно это где-то 400-450 койко-мест. Сроки ввода в эксплуатацию 23-25, ну, запланированы, и более 1 100 000 000 рублей, ну, ориентировочная сметная стоимость возводимых объектов запланированных. По инвестпрограмме в рамках первого этапа социально-экономического развития 2022 проведены работы по капитальному ремонту разводящих водопроводных систем и капитальному ремонту сетей водоотведения. Всего замене поддержало порядка 15 километров водопроводной трубы на сумму 100 664 000 рублей и около 16 километров сетей водоотведения общей стоимостью 100 14 000 рублей. Оба проекта к концу года были завершены. Сейчас ожидаем второй этап. Уважаемый Александр Георгиевич, уважаемые присутствующие. Исполнение доходной и расходной части бюджета. За 2022 год в бюджет поступило 773 миллиона, в том числе налоги и сборы составили 321 миллион. При утвержденном плане 179 миллионов 124 тысяч, при уточненном плане на 2022 год 256 миллионов 307 тысяч. Безвозмездное поступление составили 97 миллионов 957 тысяч рублей, при годовом 94 миллионов 560 тысяч рублей. С республиканского бюджета было выделено субсидии бюджету Гудаутского района в размере 274 миллиона 844 тысячи рублей. При утвержденном плане за 12 месяцев 2022 года 250 миллионов 522 тысячи рублей, при уточненном плане 276 миллионов 522 тысячи рублей. Резервный фонд президента – это 74 миллиона 507 тысяч рублей. Резервный фонд Кабинета министров – 4 миллиона 682 тысяч рублей. Исполнение собственных доходов за 2022 год без учета средств, выделенных из резервного фонда президента и Кабинета министров составила 110,6%. Расходная часть бюджета Гудаутского района при годовом утвержденном плане 525 миллионов 207 тысяч, в уточненном плане 776 миллионов 364 тысяч составилась за отчетный период. По состоянию на 1.01.23 года по статье 210 на выплату заработной платы и связанные с ней отчисления в бюджет и внебюджетный фонд и затрачено 377 миллионов, что составляет 48,9% от общей суммы расходов, произведенных за 12 месяцев. Задолженность по зарплате и по платежам во внебюджетные фонды за 2022 год нету. Налоговые поступления за 12 месяцев 2022 года поступило в бюджет налоговых платежей при плане 376 миллионов 347 тысяч рублей. Фактически поступило 457 миллионов 699 тысяч рублей. Выполнение составило 122%, динамика 134%. За аналогичный период прошлого года при плане 234 миллиона 960 тысяч рублей, фактически поступление составило 253 миллиона 827. Выполнение составило 151%, динамика 190%. Это 2021 год в сравнении. Данные по количеству мест и количеству человек за 12 месяцев количество функционирующих койко-мест 3930. Количество за 2021 год количество функционирующих койко-мест
в сравнении 2021 года 2638. Это мы как знаем, это то, что в Гудаутах были два объекта. Это гостиница «Россия» и гостиница «Псны». За счет увеличения произошло практически на 1330 койко-мест. За счет двух объектов. А сколько человек работает на этих объектах? На гостинице «Россия» порядка 40 человек, гостиница «Псны» работает 50 человек. Это сейчас зимой? Нет, сейчас Или зимой летом? нет, это в летний период. За электроэнергию за 2022 год всего на район начислено 217 тысяч киловатт-часов. Оплачено 55 миллионов 861 тысяч рублей. В разбивке предприятия и организации начисление 39 миллионов 142 тысячи, оплачено 33 миллиона 404. Задолженность 5 миллионов 738 тысяч. Население, но там у нас проблемы. Начислено 178 миллионов 827 тысяч. Оплачено 22 миллиона 457 тысяч рублей. Задолженность 156 миллионов. Численность экономическая... Какая средняя заработная плата в Гудаутском районе? 14 тысяч. Понятно. В сравнении в 2021 году 12 было, в 2022 год 14 тысяч рублей. Да. Общая численность населения по Гудаутскому району составляет 38 626 человек. Численность экономически активного населения Гудаутского района за 2022 год составила 4200 человек. В 2021 году составляло 3450 человек. По состоянию на 1-23 года на учете состоят данные получателей пенсии пособий 7932 получателей пенсии. Выплачено пенсии и доплаты за 2022 год на общую сумму 230 миллионов 447 тысяч рублей. Задолженности по выплате абхазской пенсии на 2022 год нету. Администрации Гудаутского района через отдел соцобеспечения была оказана гражданам материальная помощь на сумму 4 миллиона 808 тысяч рублей. Инвестпрограмма. Объем инвестиций 2022. Те работы, которые завершены, чтобы не перечислять объема, там Абгархук село, там порядка 20, я общую сумму, были сделаны 2022, это село Абгархук, асфальтирование Аджандара, улица Гудаута, улица Харазия, улица Лакопа в городе Гудаута, 5 улиц, улица Оторба, улица Габич. Объем выполненных работ составил 117 миллионов 473 тысячи рублей. Завершены работу по строительству новых сетей водоснабжения. Это сел Звандрибш, там второй этап, сейчас третий этап, предстоит третий этап. Строительство напорных трубопроводов. Проложена самотечная трубопроводная канализация протяженностью 2700 на сумму 31 миллион 800. Какое количество людей в результате выполненных работ имеет устойчивое водоснабжение? Население какое? Но с водой в Гудаутском районе, можно сказать, это 80%. Потому что последний был по инвестпрограмме, было закольцовано. Весь в городе проблемы нету с водой, нету проблемы, это Абгархук, это где есть? Ладруха. В третий этап, где у нас Мгудзерхуа, Звандрибш. Вот третий этап, который идет, и в этом году очень надеемся, что эти работы будут доведены. Идут работы в парке имени Ленина в городе Гудаута, это порядка 5 миллионов. Это было сделано Ацинская, это все за счет местного бюджета, Ацинская школа, администрация Дурыбши была отремонтирована. Так, был проведен текущий ремонт стадиона Кварацхеля, это имени Джона Кварацхеля. Был отремонтирован фонтан в городе, это порядка 2 миллионов. Стадион отремонтирован, о чем я говорю, 1 575 000. Добрый день, уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги.
Позвольте зачитать доклад. За указанный период в городе Пицунда произведены следующие работы. Укладка тротуарной плитки общей площадью 1300 квадратных метров по улице Агарба на общую сумму 4 миллиона 400 тысяч рублей. А также укладка тротуарной плитки по улице Кипарисовая аллея на сумму 4 миллиона 135 тысяч рублей. Установка фонарных столбов по улице Транспортная на общую сумму 270 тысяч рублей. В городской больнице произведены следующие работы. Замена окон и входных дверей на общую сумму 1 миллион 730 тысяч рублей. Замена кровли на сумму 3 миллиона 250 тысяч рублей. Ремонт рентген-кабинета на сумму 780 тысяч рублей. Приобретение рентген-оборудования на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Источник. Откуда деньги? Индивидуальный предприниматель помог, оказывает помощь. В дальнейшем еще и будет фасадом заниматься. Предприниматель Воронин. Хочется отметить, что благодаря участию депутата Государственной Думы Российской Федерации Адама Султановича Делимханова и армянской общины Республики Абхазия передан в дар городской больнице реанимобиль «Газель Прима». В здании абхазской школы произведены следующие работы. Замена кровли на сумму 8 миллионов 100 тысяч рублей. Замена окон на общую сумму 1 миллион 575 тысяч рублей. Укладка тротуарной плитки у центрального входа общей площадью 203 квадратных метра на общую сумму 560 тысяч рублей. Также на территории русской школы произведены работы по укладке тротуарной плитки общей площади 141 квадратный метр на сумму 300 тысяч рублей. За указанный период была приобретена спецтехника, а именно мусоровоз боковой погрузки на сумму 4 миллиона 250 тысяч рублей. Бункеровоз «Газель Next» на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей. Мини-погрузчик на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей. Мини-трактор на сумму 900 тысяч рублей. А также проведены работы по реставрации насосов отдела мелиорации города Пицунда на сумму 1 миллион 335 тысяч рублей. За указанный период построена современная остановка общественного транспорта, оборудованная сетью Wi-Fi и системой зарядки для мобильных устройств на сумму 520 тысяч рублей. И проведены работы по благоустройству кольцевой у въезда в город Пицунда на общую сумму 280 тысяч рублей. В заключение хочу сказать, на данный момент ведутся работы по ремонту и реконструкции второго детского сада по улице Гочуа, а также ведутся работы по укладке асфальтного покрытия по улице Агарба. Сегодня завершат. Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. В связи с отсутствием в настоящее время официальной статистической отчетности за 2022 год можно говорить о предварительных итогах развития экономики района. В целом прогнозируемые параметры экономики характеризуются положительной динамикой. Ожидаемый годовой совокупный объем производства составит около 20 миллиардов 800 миллионов рублей. По сравнению с предшествующим 2021 годом увеличение совокупного объема составит 45%, а к плановому показателю 2022 года порядка 65%. Рост объемов производства отмечается по всем видам экономической деятельности. Наибольший прирост около 55% отмечается в отрасли торговли. В структуре совокупного объема на товарооборот приходится более 60%, что главным образом и обусловило высокие темпы роста районного показателя в целом. Следует отметить и рост развития курортно-туристических услуг на 25-30%. Общая стоимость объема услуг предприятий туристического комплекса достигает более 4 миллиардов 800 миллионов рублей. При этом увеличение количества организованных отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях за январь-сентябрь 2022 года составило не более 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом сложившейся динамики за отчетный год количество организованно отдохнувших составит порядка 269 112 человек.
По итогам 9 месяцев совокупная прибыль юридических лиц составила 1 миллиард 229 миллионов 500 тысяч рублей. При плане 434 100 тысяч рублей. В годовом исчислении показатель прибыли имеет тенденцию к некоторому уменьшению за счет снижения рентабельности курортного комплекса в четвертом квартале, но это не отразится на перевыполнении планового показателя. Сумма инвестиций в основной капитал произведенных юридическими лицами на территории Гагрицкого района за 9 месяцев текущего года составила 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это больше, чем инвестировано за весь прошлогодний период. Основная часть инвестиций, 2 миллиарда 400 миллионов рублей, направлена в действующие объекты курортно-туристической сферы. По состоянию на 1 октября 2022 года среднемесячная заработная плата составила 14 585 рублей. Ожидаемое увеличение показателя по сравнению с 2021 годом до 30%. Налоговые поступления. Плановые показатели по налоговым платежам на начало 2022 года консолидированного бюджета составили 682 миллиона 985 тысяч рублей, в том числе в местный бюджет 398 652 тысячи, в республиканский бюджет 284 332 тысячи. С учетом увеличения плановых показателей, осуществленного в течение 2022 года, данные показатели на конец 2022 года составили: план по налоговым платежам в консолидированный бюджет 910 миллионов 872 тысячи, в том числе в местный бюджет 562 миллиона 304 тысячи, в республиканский бюджет 348 миллионов 567 тысяч. Несмотря на значительное увеличение налоговых показателей за 2022 год, удалось не только выполнить, но и существенно перевыполнить их. Так, фактически поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет за 2022 год составили 1 миллиард 178 миллионов 613 тысяч рублей. Выполнение составило 129%, а в соотношении с плановыми показателями на начало года 2022, то есть до увеличения плановых показателей, в процентном соотношении выполнение составило 173%, в денежном эквиваленте 495 миллионов 628 тысяч рублей. Бюджет. На начало 2022 года бюджет Гагрицкого района составлял по доходам 431 миллион 400 тысяч рублей, субсидии 172 миллиона, по расходам 603 миллиона. В течение 2022 года за счет положительной динамики налоговых поступлений доходная часть бюджета была увеличена на 172 миллиона рублей. Также в соответствии с постановлением Кабинета министров Министерством финансов была дополнительно увеличена сумма субсидий в размере 19 миллионов 100 тысяч рублей. В тот же период отдельным решением собрания Гагринского района была увеличена расходная часть бюджета на сумму переходящего остатка на 01.01.22 года в размере 67 миллионов рублей. Таким образом, с учетом всех вышеуказанных изменений, бюджет Гагринского района на конец 2022 года составил по доходам 603 миллиона, субсидий 191 миллион, по расходам 862 миллиона. Исполнение бюджета. За 2022 год доходную часть бюджета Гагрицкого района с учетом субсидий поступило 900 миллионов 400 тысяч рублей. При плане за 2022 год 794 миллиона рублей, что составляет 113,3%, или плюс 105 миллионов 900 тысяч рублей, из которых налоговые доходы составили 686 миллионов, при плане за 2022 год 562 миллиона 300 тысяч рублей, что в процентном соотношении исполнения составляет 122%, или плюс 123 миллиона 700 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Неналоговые поступления 23 миллиона 300 тысяч рублей. Субсидии из республиканского бюджета получены в полном объеме 191 миллион 100 тысяч рублей. Расходная часть бюджета района за 2022 год выполнена в сумме 820 миллионов рублей. При уточненном годовом плане 862 миллиона 200 тысяч рублей все обязательства администрации Гагрицкого района выполнены в полном объеме. Более того, на конец 2022 года профицит бюджета составил 148 миллионов 700 тысяч рублей, что является переходящим остатком на 2023 год.
На оплату труда направлено 354 миллиона 700 тысяч рублей. На социальную помощь населению в 2022 году выделено 28 миллионов 800 тысяч рублей. Туда входит 5 миллионов жителям района, оставшимся без жилья в результате пожара, 1 миллион 200 тысяч рублей, разовая помощь малоимущим семьям, 3,5 миллиона рублей семьям, погибшим при освобождении Гагринского района, 19 миллионов 100 тысяч рублей на финансовую помощь по обращению граждан, на капитальный и текущий ремонт строительства, приобретение, аренда профинансировано 190 миллионов 100 тысяч рублей. Из них 42 миллиона 800 тысяч рублей асфальтирование дорог в поселке Бзыпты, в городе Гагра и в городе Пицунда. 34 миллиона 800 тысяч рублей капитальный ремонт набережной Приморского парка в городе Гагра. На благоустройство Приморского парка составлена общая смета стоимостью в размере 29 миллионов 200 тысяч рублей. Это уже другая смета, новая, верхняя часть. Первым этапом выделено 5 миллионов рублей. Благоустройство тротуарных зон в верхней части Приморского парка. На 2 миллиона 100 тысяч рублей профинансирован капитальный ремонт сетей водопровода по улице Лакоба в микрорайоне Кемпинг, город Гагра. На 26 миллионов 600 тысяч рублей профинансирована укладка тротуарной плитки и бордюров по улице Аббаза. На 2,5 миллиона рублей профинансирована замена крыши в здании поликлиники в поселке Цандревш. В 2023 году там будут работы проводиться дальше. На 2 миллиона 100 тысяч рублей приобретены детские площадки в город Пицунда, поселок Бзыби и поселок Цандревш. На 4 миллиона 200 тысяч рублей приобретены и установлены фонарные столбы в городе Гагра. На 8 миллионов профинансирован капремонт кровли Пицунской школы. Руслан уже озвучил это, но оно у меня тоже в докладе. На ремонт спортзала в Гячрибской школе составлена общая сметная стоимость 3 миллиона рублей. В 2022 году профинансировано 1,5 миллиона рублей. На 2 миллиона рублей профинансировано нанесение дорожных разметок в городе Гагра. На 1 миллион 300 тысяч рублей профинансированы ремонтные работы в школе в селе Лдза. На 3 миллиона 900 тысяч рублей профинансирован капремонт кровли и установка детского сада по улице Абазга. Общая сметная стоимость проекта 40 миллионов рублей. На 4 миллиона 600 тысяч рублей профинансирован капремонт лаборатории СЭС. На 1 миллион профинансирован ремонт помещения РКЦ. На 3 миллиона 300 тысяч профинансирована укладка плитки и бордюров в городе Пицунда. На 9 миллионов 300 тысяч профинансировано строительство инженерной защиты в микрорайоне Кемпинг. На устройство сквера имени Сергея Васильевича Багапча по улице Абазга общая сметная стоимость 29 миллионов. В 2022 году выделено 3,5 миллиона на прокладку коммуникаций и путей. На аренду ледового катка на Новый год выделено 4 миллиона 300 тысяч рублей. На 500 тысяч рублей профинансировано приобретение ринга в поселке Цандревш. На 2 миллиона 600 тысяч рублей приобретено оборудование для водоканала. На 500 тысяч рублей профинансировано приобретение в установке декоративного фонтана в поселке Цандревш. На 2,5 миллиона рублей профинансировано приобретение салюта на Новый год. На 8 миллионов рублей 300 тысяч проведены разные работы и мероприятия в Гагринском районе. Также силами ПСО МЧС Республики по Гагринскому району и администрации Гагринского района ведется строительство новой пожарной части в поселке Цандревш. Стоимость работ 15 миллионов рублей. В городе Гагра ведется капитальный ремонт старой пожарной части за счет средств республиканского бюджета и средств бюджета Гагринского района. Общей сметной стоимостью 15 миллионов. На ремонт сельских дорог в 2022 году потрачено 3 миллиона 400 тысяч рублей. Хышхарыбшна, Махадырм, Келюрипш, Хашпсы, Гечрипш, Багрыбс. Какое количество трудоспособного населения, сколько занятых? Трудоспособного населения 22 981 человек. Занято Работающие сколько? Занятого населения 6628. Из них 1536 это 22 индивидуальные. тысячи? 15 100 человек безработного населения. Хорошо, спасибо. На что я хотел бы обратить внимание? Конечно, можно тут и нужно отметить, что в плане выполнения бюджетных показателей есть существенные подвижки.
Это и в Гагре, и в Сухуме, и в Гудаутском районе, и в других районах в меньшей степени. Почему плановые показатели по Сухумскому району не были выполнены, глава администрации Сухумского района пояснил. Только потому, что одно предприятие не смогло выполнить план по прибыли, и целый район это прочувствовал. Это о степени важности привлечения инвестиций, потому что это предприятие, это инвестиции, которые были вложены в нашу республику. Так или не так? Речь идет о Роснефти. Это к тому, чтобы мы понимали, насколько это важно, когда на территории находятся хозяйствующие субъекты. И не важно, как они там появились. Главное, чтобы они там были и приносили пользу населению. Обращаюсь к правительству, к премьеру, к вице-премьерам. Необходимо ввести практику непосредственного общения с главами администрации. Вот кричащие цифры, я их озвучу. Уровень безработицы в Гальском районе 69%, в Ачимчирском районе 85%, в Гудаутском районе 81%, в Скворчели 85% безработных от количества трудоспособного населения. В Сухумском районе 87%, это самая большая цифра. В Кулибском районе 53%, в городе Сухум 40%, и в Гагре сейчас мы вывели тоже около 65% безработных. Вот это самая главная проблема. Как ее решить? Решение этой проблемы, Беслан Цыбович, является ключевой. В связи с этим даю правительству поручение. Сроки исполнения поручения чуть позже мы назовем. А именно, людей необходимо занять работой. У нас есть программа развития, мы ее подписали. Не считаю лишним, а считаю в дополнение этой программы изучить, как у нас обстоят дела с производством, выращиванием цитрусовых. Дайте поручение главам районов. Каждый глава должен знать в советское время, какие объемы производились, на каких землях, какие колхозы и совхозы. Давайте перед собой поставим задачу достижения вот этих показателей. Цитрусовая ликвидная продукция. Ликвидная продукция. Деньги нужны? Конечно, нужны. Конечно, нужно привлечь инвестиции. Давайте посчитаем, сколько денег туда нужно привлечь. Давайте подготовим инвестиционные проекты для привлечения этих инвестиций. Давайте посмотрим, у кого эти земли сегодня находятся в аренде. Давайте подумаем, как им можно помочь. Если им нельзя помочь, то они сами себе пусть помогают. Давайте сделаем так, чтобы наша земля нас кормила более обильно. Если земля способна при правильных технологиях давать урожайность высокую, мы должны за это бороться. Давайте в рамках одной культуры разберемся, почему мы имели возможность в советское время выращивать больше 100 тысяч тонн, а сегодня у нас эта цифра как минимум в 2 раза меньше. В причинах этого и поэтапно начнем решать эту проблему. Только на примере одной культуры. А так можно будет действовать и по другим культурам. Потому что о туризме мы говорили, о привлечении инвестиций в эту отрасль, о необходимости внесения изменений в законодательство, о правовом статусе апарт-отелей и так далее. Об этом мы говорили и говорить будем. Но вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, по некоторым видам культур мы можем себе позволить сделать существенный рывок. Мы обязаны это сделать. Это задача, которая стоит перед правительством. Это задача, которая должна быть решена Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства и главами районов и городов. Определите сроки, поэтапность привлечения инвестиций, ищите по всей стране, по всему миру, как сюда, в эти отрасли привлечь инвестиции. Если какие-то земли уже непригодны, давайте будем искать другие земли. Это, еще раз говорю, продукция конкурентоспособная, известная продукция, которая создаст возможности для развития сельского хозяйства.
Мы же хотим, чтобы у нас не было оттока сельских жителей в города. Но каким-то образом людей надо задействовать. Это и крупные предприятия могут быть. И, может быть, продолжить нам помощь мелким предприятиям и по 2 гектара, и по 3 гектара. Здесь надо смотреть. Интересная информация была в докладе у главы Гуль-Рипского района. Там 22 тысячи тонн, по его данным. Я понимаю, что эти цифры, там, процентов 5-10, может быть, скажем так, на 5-10% они могут варьировать. Но если даже это там, 18 тысяч тонн, 20% продукции некондиционной, это что получается? 3600 тонн у нас, да? Но с этим что-то надо делать или не надо? Это хорошо, что обозначилась какая-то динамика. Было плохо, стало чуть лучше. Этого мало. Этого недостаточно. Работать надо круглые сутки. И думать надо об этом, где взять ресурс, чтобы вложить, и как достать этот ресурс. Уважаемые депутаты, такие масштабные встречи с определенной периодичностью мы проводить будем. И очень важно, чтобы вы слышали коллег, и чтобы у вас были вопросы к ним, и у коллег будут вопросы к вам. Без правового сопровождения деятельности органов исполнительной власти существенные результаты достигнуть будет практически невозможно. Поэтому надо работать активнее нам всем и действовать наступательно. Кристина Константиновна, вы проинформируете коротко присутствующих о межправсоглашении, которое будет регулировать деятельность российских юридических лиц, их инвестиционную деятельность в Абхазии. Необходимость принятия этого соглашения, какие возможности для развития экономики это соглашение нам открывает. По вашему поручению и непосредственной поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации мы в течение 2022 года работали над проектом межправительственного соглашения, которое будет регулировать осуществление российскими юридическими лицами крупных инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия, объем инвестиций, которых будет составлять свыше 1 миллиарда рублей. Ну, уже презентация одного из проектов была, в принципе, все имели возможность ознакомиться с таким проектом. На данный момент формируется еще ряд инвестиционных проектов. По вашему поручению мы сейчас анализируем их текущее состояние. Что это нам даст? Безусловно, это даст привлечение масштабных инвестиций, освоение неосвоенных территорий, развитие инфраструктуры, которая на сегодняшний день не соответствует требованиям настоящей инвестиционной политики. Это связано и с энергоснабжением, и с водоснабжением, водоотведением, и непосредственно транспортной инфраструктуры. Что является, на наш взгляд, безусловно важным в этом направлении, это то, что привлечение таких масштабных инвестиций будет способствовать стремительному росту смежных отраслей, в том числе основное направление – это развитие сельского хозяйства, перерабатывающей отрасли, потому что такое количество объектов с таким объемом размещения койко-мест, конечно, потребует спровоцирует соответствующий потребительский спрос, который должен обеспечиваться в том числе за счет рынка непосредственно абхазского. И в данной ситуации речь будет идти непосредственно о том, что большое количество, на мой взгляд, преференций могут получить непосредственно малый и средний бизнес. Это будет связано с наличием большого спроса. Соответственно, люди, которые не заняты, в том числе в сельском хозяйстве, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы их продукция могла быть реализована в таких условиях. Конечно, это развитие транспортной инфраструктуры. Как вы знаете, в параллели ведется работа по поручению президента по восстановлению авиасообщения с Российской Федерацией, что тоже является, безусловно, важным и тоже будет способствовать развитию этого направления. Конечно, межправсоглашение будет регулировать отдельные аспекты взаимоотношений между инвестором и государством. Это будет касаться непосредственно преференций и льгот, режима взаимодействия с органами госуправления, налогообложением и последующей эксплуатацией объекта, и связано с этим хозяйственной деятельностью. По льготному кредитованию, Аслан Георгиевич, коротко, самым коротким образом. И коллеги знают, мы уже
информировали о том, что, в принципе, решение, значит, о том, что российская сторона будет реализовывать данную, оказывать содействие в реализации данной программы, было принято, был утвержден порядок. На данный момент формируются предложения от различных потенциальных участников данной программы. Несколько проектов направлены в Минэкономразвития на рассмотрение, но пока еще решений о том, что какие-то проекты уже отобраны и с ними готовится контракт, пока еще нет. Но, соответственно, решение в этом направлении есть. Требования к формированию пакета документов, обоснования, расчетные показатели финансовой модели, которые могут пройти одобрение в банке, достаточно высокие. Там имеют значение в обязательном порядке срок окупаемости, уровень рентабельности, соответственно, и гарантия обеспечения. И эти три направления являются существенными при рассмотрении проекта. Там, учитывая, что первая программа не так успешно была реализована, банки достаточно серьезно страхуются в этом направлении, но на данный момент работа двигается. Межправсоглашение, оно подписано уже? Нет, это проект межправсоглашения, проект. который мы практически завершили, и в данный момент будем уже финальную его редакцию согласовывать и вносить на рассмотрение президента. А суть того, что речь идет о поощрении инвестиций? Там налоговые льготы, преференции, взаимодействие с органами управления непосредственно по предоставлению земель и на этапах инвестиционного периода, и на этапах эксплуатации. Оно, наверное, в развитии того соглашения, у нас же есть одно соглашение о поощрении российских инвестиций. К сожалению, данное соглашение было в основном базовым, оно его просто дополняет и достаточно серьезно расширяет рамки, потому что речь идет о гарантии защите непосредственно собственности, которая будет создаваться в процессе этих инвестиций. А в закон об инвестиционной деятельности нам Параллельно мы уже внесли в Народное собрание парламента Республики Абхазия ряд законопроектов, которые в том числе расширяют рамки действующего законодательства. Еще раз обозначить проблему, связанную с низкой собираемостью денег за потребленную электроэнергию. Надо будет активизировать эту работу. Александр Золотинскович, Чансух Эдуардович, это сейчас, не здесь, соберете тех, кого надо, подумайте, как быть в этой истории и как придать этой работе импульс. Еще раз, вы знаете, там, что у нас получается по собираемости? При том, что заработная плата примерно везде одинакова, она разнится в 2 и более раз процент собираемости. Почему? Потому что фактор человеческий здесь срабатывает. Там, где население в Гальском районе, оно что, богаче, что ли? Почему там уровень собираемости выше, а в других регионах ниже? По какой причине? Это предметный разговор правительства с главами, с привлечением государственных компаний. Предметный разговор, который должен дать результат. Если будут в рамках этого разговора, по итогам разговора, вопросы к парламенту в плане принятия или изменения нормативно-правовых актов, пожалуйста, это тоже принимается. Вот так вот рассказывать и констатировать факты из года в год, которые не принесут никаких, или не приносят, скажем так, никаких изменений, это нехорошо. Понятно, там и причины объективные есть, субъективный фактор нужно минимизировать в этом вопросе. Ну, то, что противодействие незаконному обороту майнингов провалено, это очевидно. Забыли, успокоились. Десятки тысяч аппаратов на руках, по 5, по 10 штук. Я недавно говорил, что такое 5 аппаратов с точки зрения нанесения ущерба. А их там 50 тысяч, наверное, примерно. Следующий вопрос, на который я хотел обратить ваше внимание. Как это мне представляется, с осени 2021 года мы этому вопросу уделяем существенное внимание. Это приведение в порядок нашей дорожной инфраструктуры республиканской трассы. Александр Золотинскович, работу надо продолжить. Деньги надо изыскать. Весь кустарник дикий, которого там не должно быть, все должно быть вырублено. К началу сезона туристического все должно блестеть. Дорожная разметка должна быть везде. Освещение мы делаем,
Это единственное, что мы можем показать нашим гостям. Хотя бы первые 1,5 часа, чтобы им настроение не испортить, пока они по дороге едут. Ответственность на главах района. Я вот планировал, в январе не получилось. У меня может не получиться. Александр Золотинскович, это вы сделаете лично. Проедетесь с главами районов, покажете участки, которые должны почистить вместе с нашим автодором. А потом мне покажете, чтобы я знал, когда будет результат. Неплохие есть показатели, приятно людям, в удовольствие ездить. Давайте эту задачу решим. Денег на это мы найдем. И дорожная разметка, слава богу, в Гагре ее сделали. Что касается освещения участка Сухум-Псоу, когда мы должны завершить работы? Контракты подписаны, проавансировано, осуществлено финансирование аванса на приобретение непосредственно плафонов. И, я думаю, скажут сроки, когда они поступят, но мы должны до праздника Победы завершить. Начали появляться вдоль дороги объекты разные, и в этом ничего плохого нет. Но мы как-то с вами говорили, какую-то единую стилистику можно выдержать. Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Мне кажется, что некоторые объекты слишком близко к дорожному полотну. Но когда вы выдаете разрешение или на территории у вас происходит это, можно выехать на место, попросить отодвинуться? Завтра нужно будет проводить расширение этой автомобильной дороги. Как это делать, если мы не заложим соответствующие условия на этом этапе? Но главы районов ситуацию в этом плане можете контролировать? Вы обязаны ее контролировать. Значит, давайте у нас по проведению в порядок дорожной инфраструктуры, значит, обозначим такие сроки. К 1 мая или к 1 апреля, чтобы все было готово у нас? К маю. К 1 мая. Да. Участок вплоть до Ачимчири, можно и дальше, если сил хватит. Уважаемые коллеги, уважаемые главы, уважаемые депутаты, абсолютно уверен в том, что у вас есть потенциал, который вы не раскрыли пока еще. Просто нужно над собой работать. Не стесняйтесь учиться, не стесняйтесь осваивать профессиональный язык. Не стесняйтесь думать масштабно. В масштабных делах не бывает без ошибок. Ну и когда вы готовите отчеты, не забывайте о том, что сделано. Что касается вот в Ачимчире, контейнерная площадка специализированная. У нас много таких площадок? Одна единственная. Одна единственная, первая. Да? Другой же нет. Такие вещи надо говорить об этом, показывать. Что касается аквакультуры, а эти же проекты на разных стадиях, там уже, по-моему, он уже на стадии высокой степени готовности, так или не так? Там, где появился инвестор, их тоже нужно и поддерживать, и подталкивать. Это нормальная практика, когда вы приезжаете на места, где что-то делается, и подталкиваете инвесторов. И не только инвесторов. Уважаемые коллеги, главы администрации, у нас лежит 422 обращения разного уровня. Граждане, главы сельских администраций, ваши обращения, обращения депутатского корпуса на выполнение работ разных масштабов, разных наименований. 422. 284 обращения осмечено. Это 67%. Сумма осмеченных работ составляет 1,5 миллиарда рублей. Эти все обращения из категории термина гражданской обороны советских времен СНАВР, срочные, неотложные аварийно-восстановительные работы. Вот такой объем, чтобы было понимание, наше общее понимание. И мы готовы, Александр Георгиевич, с вашего разрешения, так называемый резервный фонд, его по-разному называют, резервный фонд правительства, да, Кабинета министров. Те деньги, которые там есть,
естественно, они могут быть использованы для этих целей. А то, что по селу, Аслан Георгиевич, для информации, чтобы коллеги не искали, мы без учета прошлого года за последние 10 лет в Абхазию ввезли овощей почти на 2 миллиарда рублей. Фрукты и орехи ввезены на 700 миллионов рублей. Это отчет таможенного комитета и Минсельхоза, да? Это отчет таможенного комитета. Это отчет таможенного комитета. Я думаю, это цифры интересные для восприятия. Да. Мы ввезли почти 49 тысяч тонн картофеля. Да. Они точно безошибочны в сторону уменьшения. 5%. Да. 5%. По сути, должно быть больше всего. Да, вот это цифры официальные. Томатов, то есть помидор, мы везли в Абхазию почти 3000 тонн. Лука почти 20 тысяч тонн. Да. Это к нашему производству. Яблок 4682 тонны. И винограда 2000 тонн. Да. Вот почему одна из причин, по которой у нас нет денег в банках, потому что деньги вымываются. И стоят эти деньги больше 20%. И эти показатели говорят о том, что мы село, в него влить жизнь можем только привлекая инвестиционные деньги. Наших 100 миллионов или 200 миллионов, 200 миллионов или 300 миллионов даже близко недостаточно. Тем более, если мы и должны реанимировать цитрусовые плантации, реанимировать виноградники. Частные компании это делают, у них это получается, но этого явно недостаточно. Нужны инвестиции. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, это общий вопрос, он касается всех глав. Насколько ведется работа местными администрациями в части разработки и внесения на утверждение органов местного самоуправления проектов программ экономического и социального развития? Почему, на мой взгляд, этот вопрос сейчас становится актуальным? В развитии тех векторов, которые обозначили вы, что немаловажно с учетом увеличивающихся бюджетных возможностей, которые появляются у местных администраций. Да, это пусть небольшие суммы, но мы уже имеем факт, во-первых, исполнения бюджетов местных по доходам и определенную долю перевыполнения плана имеем. Если говорить в среднем, то в зависимости от района от 15 до 80-90 миллионов – это те деньги, с которыми районы входят в 2023 год и на сумму которых в ближайшее время они могли бы увеличить расходную часть. Что они делают, да, соответственно, вопрос, планируется ли разработка и утверждение именно местных программ, которые должны быть согласованы и утверждены местными органами самоуправления. Первый вопрос. Второй вопрос у меня тоже общий, и он относительно деятельности муниципальных унитарных предприятий. Как известно, их у нас много, но, на мой взгляд, мы не уделяем им достаточного внимания в части, во-первых, плановых заданий, в части оценки финансово-хозяйственной деятельности, то есть какие финансовые результаты показывают наши МУПы. Если по результатам прошлого совещания мы знаем, что у РУПов, республиканских унитарных предприятий, практически у всех, можно сказать, крупных, идут существенные улучшения по финансовым результатам, это и выручка растет, и объемы прибыли растут, то что происходит у нас с МУПами? Мне кажется, в этой части надо усилить контроль. Для этого мы, соответственно, будем собирать информацию в рамках этих ежеквартальных отчетов. Ну и, соответственно, надо принимать в том числе и кадровые решения по руководителям этих унитарных предприятий, если они не показывают соответствующую динамику. Естественно, каждый случай индивидуальный, каждый МУП занимается своей деятельностью, но в целом соответствовать общей динамике развития экономики они должны. Ну и третий, наверное, частный у меня вопрос. Я хотел бы, чтобы заместитель главы Тхорчальского района проинформировал нас, как обстоят у нас дела с угледобывающей отраслью.
Потому что есть решения, которые приняты Кабинетом министров разрешительного порядка. Вот. Речь шла о крупном проекте относительно производства. Вот что происходит, как говорится, на земле там? На сегодняшний день никаких работ пока не ведется. Ведутся проектные работы, изыскательские, и все на этом. А что должно было быть по планам? Компания, которая получила соответствующие права, ими была погашена задолженность и представлен проект, который направлен на освоение этих участков. Проект на данный момент, пока прошедший экспертизу, к нам не представлен, и никакой этапности по реализации данного проекта в Министерство экономики еще не поступало. Сроки нарушены? Уже нарушены сроки. Ну, все тогда. Героя знаем? Давайте связывайтесь с ним и пересматривать все в таком случае. Если это переводить на обычный язык, он это на всякий случай, да? Придерживайтесь этих договоренностей в таком случае. Все с вопросами друг к другу? Да, пожалуйста. Законодатель обращался и хотел бы попросить, что мы должны пересмотреть по поводу затемненок, вот этих ремней и так далее. И проводя вчера мониторинг, мне докладывают, что общественность, в принципе, выражает некое такое недовольство, чтобы пусть чиновники, государственные служащие с себя начнут. В этой связи у меня хотел бы обратиться ко всем коллегам, друзьям, чтобы мы начали, действительно обратили внимание на своих коллег и посмотрели по поводу затемненок. И в целом, наверное, демонстративно начнем, наверное, тоже пристегиваться ремнем безопасности и демонстрировать, что мы себя начали и готовы продолжать эту работу. Потому что мы все понимаем, что пристегнувшись человек, и он, и водитель, и пассажир, это уже спасенная жизнь. Вот в этой связи хотел бы, я знаю, я со многими коллегами общался, меня поддержали, хотел бы также вот так официально к вам обратиться, что мы должны, наверное, некий такой посыл от нас послать гражданам. Поддерживаю. Начните с автомобилей президента. Вот они сейчас стоят внизу, инспектора сейчас пришлете. Если там не соответствует нормативам, все снимите. Начнем с президента и поехали. Было расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике по этому поводу. Проект поправок был одобрен в первом чтении. Большая часть депутатов выступила за ужесточение мер. Что касается затемненок, мы обсуждали этот вопрос, но мне представляется, что есть более важные вопросы. Это вопросы, касающиеся езды в нетрезвом состоянии. Мы хотим усилить санкцию по этой статье, также связанная с ремнями безопасности и выездом на встречную полосу движения. То есть мы будем делать упор на это на первом этапе. Спасибо всем большое.